В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Глава Якутии Айсен Николаев потребовал от правительства качественно и серьезно подойти к реализации национальных проектов в Якутии. До 14 декабря должны быть разработаны и направлены в адрес федеральных органов власти региональные компоненты нацпроектов, направленные на достижение установленных целевых показателей. Реализация национальных проектов должна способствовать повышению качества жизни населения, поэтому выполнение этой задачи требует очень серьезного внимания. Для достижения целевых показателей реализации национальных проектов нам требуется перейти от шаблонных решений на современное и эффективное управление, отметил он. Якутия получит финансирование из федерального бюджета в размере 2 миллиардов 927 миллионов рублей на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Экология». Впервые в истории наша республика получает серьезное финансирование из федерального бюджета на реализацию природоохранных мероприятий. Это говорит о том, что вопросы охраны окружающей среды являются одним из приоритетных направлений государственной политики страны. Большую роль во включении наших мероприятий в нацпроект сыграли те цели и задачи, которые были указаны в майском указе президента об экологическом благополучии. Министерство экологии готово продолжить работу в этом направлении, сказал министр экологии и природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия Сахамин Афанасьев. Отмечу, что в нацпроект «Экология» включены такие мероприятия, как ликвидация хвостохранилища Кулгарской золотоизвлекательной фабрики Устьянского района Якутии, ликвидация объектов размещения отходов, расположенных на землях населенных пунктов, создание национальных парков Ленские столбы, Кыталык, государственных природных заповедников Большое Токко и Медвежьи острова, а также приобретение специализированной техники. Сотрудничество Японии с регионами России положительно влияет на экономику, общественную и повседневную жизнь россиян. О необходимости дальнейшего развития сотрудничества отметил премьер-министр Японии Синдзо Абе. Благодаря высоким японским технологиям в области тепличных хозяйств в условиях сурового климата на Дальнем Востоке стали возможными даже в зимнее время поставки свежих овощей, таких как помидоры и огурцы. При содействии японской компании на Дальнем Востоке решаются вопросы цифрового неравенства. Школы в Республике Саха-Якутия с помощью японского спутника подключены к скоростному интернету. И теперь дети там могут получать информацию со всего мира, отметил он. Жители Якутии вложили в банки почти 104 миллиарда рублей. Преимущественно это рублевые депозиты. Объем депозитов в иностранной валюте не превышает 4,9 миллиардов рублей. Население предпочитает размещать депозиты в филиалах и внутренних структурных подразделениях кредитных организаций, головные офисы которых расположены за пределами республики. Совокупный кредитный портфель вырос на 7% и составил 375 миллиардов рублей. Кредитные обязательства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей перед банками незначительно снизились, а если быть точнее, то на 0,7%, в то время как обязательства населения увеличились на 18,7%. Объем займов на дальневосточном рынке микрофинансовых организаций снизился до 5,3 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом сокращение составило 4,3%. Наибольшая доля в структуре совокупного портфеля микрозаймов традиционно пришлась на микрозаймы физическим лицам. По объему займов, выданных микрофинансовыми организациями, лидирует Амурская область. На втором месте Республика Саха-Якутия. Тройку замыкает Приморский край. Далее идут Хабаровский край, Сахалинская область, Камчатский край, а также Магаданская и Еврейская автономная области. Работодатели Якутии готовы платить больше, чем ожидают соискатели. К таким выводам пришли аналитики HeadHunter. Исследование рынка труда в республике за 2018 год показало, что заработная плата соответствует и превышает ожидания соискателей в более чем 89% профессиональных областей. Среди таких сфер, как добыча сырья, ожидаемая заработная плата 80 тысяч рублей, а предлагаемая 90 тысяч рублей. Также к таким сферам относятся высший менеджмент, туризм, гостиницы и рестораны, где в среднем предлагаемая заработная плата выше на 5 тысяч рублей, чем ожидают соискатели.
В части профессиональных областей предлагаемая зарплата полностью совпадает с желаниями соискателей, составляет 50 тысяч рублей. Сюда входят такие области, как домашний персонал, бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия. Тем не менее, есть и области, где предлагаемая заработная плата ниже, чем ожидаемая. Среди них такие сферы, как безопасность и государственная служба, некоммерческие организации. Здесь желаемое вознаграждение составляет от 50 тысяч рублей, а среднее предлагаемое по отрасли 37 500 рублей. В Якутске состоится республиканская межотраслевая выставка малого и среднего предпринимательства «Бизнес-Экспо-2018». Она пройдет с 14 по 15 декабря в спорткомплексе «50 лет Победы». Основной целью выставки является демонстрация достижений и новинок продукции, продвижение продукции местного производства, а также расширение деловых и торговых связей. Проект строительства нового Северомуйского тоннеля на БАМе может обойтись 261 миллиард рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на технико-экономическое обоснование проекта, разработанное Институтом экономики и развития транспорта. Существующий Северомуйский тоннель может пропускать 16 пар поездов в сутки или 16 миллионов тонн. С учетом роста грузопотока возник вопрос о строительстве нового Северомуйского тоннеля, строительство которого может занять около 10 лет. Технико-экономическое обоснование сформировано из расчета пропуска дополнительных 34 пар поездов в сутки. Отмечу, что новый тоннель – это единственный крупный проект на БАМе, где может появиться частный инвестор. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.